Страны ЕАЭС работают в таких отраслях, как авиация, производство бумаги и другие сферы услуг в промышленном секторе. В целом работа ведется по 24 подобным направлениям. На заседании Межправительственного совета, прошедшего в Ереване, были подписаны документы. В повестке дня было 22 вопроса о взаимной торговле, таможенном сотрудничестве, транспортной инфраструктуре, промышленной кооперации и не только. Главы правительств утвердили решение о правилах регулирования общего рынка электроэнергии. Подписали документы о создании единой товарной биржи и обсудили бюджетные трансферты между государствами-членами. Уважаемые коллеги, в этом году мы отмечаем десятилетие со дня подписания договора о ЕАЭС, и за это время сделано немало. Экономическое сотрудничество в рамках Союза развивается поступательно и выверенными шагами. Углубление евразийской интеграции идет в русле общемировых тенденций с учетом национальных интересов наших стран. Мы стараемся совместными усилиями преодолевать вызовы, сообща решать непростые экономические задачи. Как результат мы видим, что Союз уже состоялся как центр экономического притяжения и нашел свое достойное место в современном мирохозяйстве. Страны ЕАЭС активно вовлечены во взаимную торговлю. В 2023 году общий товарооборот внутри Союза превысил 90 миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель коллегии ЕАЭС. Превысило 90 миллиардов долларов. Рост в сравнении с 2022 годом на 17%, в 2 раза к уровню 2015 года. Взаимные поставки выросли на 17%, что стало максимальным значением с момента запуска Союза. Одновременно в ЕАЭС продолжается работа по развитию кооперационных связей между производителями и комплексами. Это является одним из ключевых факторов полномерного использования потенциала интеграции. Интерес к сотрудничеству с Союзом проявляют и другие страны. Это рост внешней торговли стал возможен благодаря тому, что с момента создания ЕАЭС объем торговли с третьими странами увеличился на 60%. Сфера нашей практической кооперации становится все больше. При этом Евразийский экономический союз остается открытым для тех, кто разделяет наши ценности и готов к взаимовыгодному, равноправному партнерству. Рост числа партнеров и укрепление внешнеэкономических связей делает Союз более конкурентоспособным на международной арене. Об этом сообщил Акылбек Джапаров. На встрече в Ереване правительства стран ЕАЭС и Узбекистана подписали планы совместных действий на 2024-2026 годы, включающие вопросы таможни, технического контроля и других ключевых сфер. По росту ВВП на душу населения Кыргызстан занял первое место. За первое полугодие ВВП страны увеличился на 8,7%. Рост был зафиксирован практически во всех секторах экономики. По итогам 8 месяцев текущего года экономика Кыргызской Республики продолжает положительную тенденцию развития с реальным темпом роста ВВП в 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически во всех секторах экономики наблюдается положительная динамика. Необходимо отметить, что доходы государства за последние 3 года выросли почти в 2 раза. ЕАЭС сталкивается с трудностями в обеспечении свободного движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Акылбек Джапаров призвал страны Союза к урегулированию проблем, связанных с миграцией. Мы исходим из того, что законодательные инициативы не должны противоречить нормам договора о ЕАЭС, то есть не должны распространяться на наших трудящихся граждан и членов их семей. Как в инициируемых государственными структурами документах, так и в публичном пространстве необходимо четко разделять права граждан стран ЕАЭС и стран в него не входящих. Призываю комиссию совместно с уполномоченным органом наших стран находить взаимоприемлемые и оптимальные решения в таких вопросах. Главы правительств ЕАЭС также подчеркнули важность цифровизации на пленарной сессии Евразийского экономического форума под названием «Цифровизация в современных реалиях. Императив обеспечения 4 свобод». Доктор экономических наук Толюмбек Абдыров отметил, что цифровая трансформация также окажет положительное влияние на бизнес. И мы сегодня уже можем говорить, что Кыргызская республика в рамках ЕАЭС, она очень хорошо себя показывает, хорошо продвигает свою продукцию, научилась, адаптировалась уже наша экономика в этих условиях. Дело в том, что вообще ЕАЭС, оно предполагает свободное движение 4
составляющих. Это движение капитала, это движение рабочей силы, движение работы и услуг. И это в полной мере сегодня, вот, особенно когда мы переходим на цифровизацию, она подтверждается, это действительно происходит. Перед Союзом стоят задачи не только цифровизации, но и развития транспортной инфраструктуры, обеспечения продовольственной безопасности. Политолог Розбек Малдалиев отметил, что Союз обладает огромным потенциалом и оказывает влияние на все страны-участницы. Потенциал сотрудничества со странами-участницами ЕАЭС огромен. Он позволяет странам рассчитывать на взаимную поддержку в трудные времена. Страны могут и уже разрабатывать совместные проекты, совместные инициативы помогают решить трансграничные проблемы. Реализовываются транспортные энергетические проекты, развивается экономика страны. В конечном итоге это позволяет улучшить благосостояние граждан. Напомним, в этом году Армения председательствует в органах ЕАЭС. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в декабре в Москве. В рамках своего визита в Ереван Акылбек Джапаров встретился также с первым вице-президентом Исламской республики Иран Мохаммадом Резой Арефом, чтобы обсудить сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и логистической сферах. Также он обсудил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в сферах транспорта, энергетики и образования. Рахат Батырбекова, Руслан Барненко, ЛТР. Итоги недели.